Команда футбольного клуба «Урал» победила со счетом 4-0. Будем уверены и знаем о том, что она должна выйти в премьер-лигу. Повод проведения чемпионата мира в городе Екатеринбурге – это задача прямая, на мой взгляд, как министра для команды, выхода в премьер-лигу, чтобы они лучше играли. Это в том числе та пирамида, которая должна быть реализована. Леонид, ну смотрите, любимая история была «молодцы, выигрывают, молодцы». Любимая была история. У нас нет центрального стадиона, все плохо, мы поэтому плохо играем. Сейчас центральный стадион опять закрывается, где будет играть Урал. Уралмаш, опять же, тоже реконструирует все эти... Что будет происходить? Нормальный вопрос. Вот смотрите, вы задаете вопрос, а потом какие-то инсинуации. Вот пожар, горим и так далее. Что случилось? Все в порядке. Уважаемые коллеги, мы должны закончить центральный стадион, реконструировать к 2017 году. То есть в 2016 году мы должны там, не знаю, разрезать ленточку для того, чтобы в 2017 году провести Кубок Конфедерации. Естественно, что в период ремонта центрального стадиона наша команда должна играть. В этой связи получено прямое поручение от губернатора Свердловской области, Евгения Куйваша, о необходимости в следующем году подготовить проектно-сметную документацию по реконструкции центрального стадиона. Это стадиона «Уралмаш». Это связано в том числе и с декабрем этого года, потому что там в руинах, или, как говорил Хидинг, и в интерпретации Мутко, там Мамай прошел, будет стоять уникальный футбольный манеж, четвертый в нашей стране. И, конечно же, это связано с развитием всей инфраструктуры Уралмаша. Потому что стадион станет нормальным, порядка 20 тысяч – это допустимые меры для того, чтобы и нормативы, чтобы там команда играла, наша «Урал», я надеюсь, уже в премьер-лиге. И дальше это связано с созданием футбольной академии. А что такое футбол на Урале? Вот если мы говорили, там, интерпретируя, что вот, там, город открыли, Санкт-Петербург, окно в Европу, да? Это широкий простор развития футбола на восток, Сибирь, Дальний Восток. И даже вот когда вот говорим о том, кто сожалеет, что происходит, понимаете, вот я получал смс-ки в эту субботу, не знаю, как именинник, которому исполнилось 100 лет. Потому что все поздравляли, все территории поздравляли, потому что мы... Это как Сергей, решили не портить праздник и высказаться в другой раз. Они понимают, и вы серьезно верите? Естественно, радует.